Вы смотрите «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах к этому часу. В подтопленных районах Якутии дворовые территории освобождены от воды. Как идет восстановление после паводка и какая помощь оказывается пострадавшим? Новый храм открыт в Нерюнгри. Сегодня состоялось освящение Никольского храма с участием главы республики. Сотни якутян устремились на пляжи. Как отдыхающие спасаются от зноя и достаточно ли безопасных мест для купания в столице? Узнаем подробности. Площадь Победы расцветает. Масштабное озеленение меняет облик центральной площади. Узнаем, как преображается городское пространство. Якутск принимает заключительный этап подготовки сборной России по масс-рестлингу к чемпионату мира. Узнаем о готовности наших спортсменов. Ежегодный перерасчет пенсий работающих пенсионеров состоится 1 августа этого года. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов разъяснил основные положения предстоящей корректировки. Процесс перерасчета происходит автоматически на основании данных от работодателей через систему индивидуального учета. Подача заявлений не требуется. Практический совет: при увольнении рекомендуется уходить с работы в последний день месяца для получения надбавки с начала следующего месяца. Дополнительная информация о пенсионных баллах, стаже и страховых взносах доступна в выписке лицевого счета на портале госуслуг. Отдельно будет произведен перерасчет для членов летных экипажей, гражданской авиации, работников угольной промышленности, получающих доплаты за особые условия труда. Правительственная комиссия одобрила важные изменения в закон о потребительском кредите, вводящие кредитные каникулы при рождении детей. Основные условия получения каникул различаются в зависимости от очередности ребенка. Цель нововведений – обеспечить финансовую стабильность семей при появлении детей и создать дополнительные гарантии для молодых родителей. Изменения коснутся как ипотечных, так и других видов потребительских кредитов, предоставляя семьям возможность временно снизить финансовую нагрузку в период адаптации к новым условиям жизни. В космодроме «Восточный» в Амурской области 25 июля планируют запустить ракету «Союз-2.Б» со спутником «Ионосфера-М». В качестве районов падения отделяющихся частей ракеты носителя будут использованы на территории района падения в Алданском и Вилюйском районах Якутии. До и после запуска ракеты специалисты берут пробы природных сред, а также проверяют уровень радиации. Все анализы проводят две независимые лаборатории, одна в Якутии, другая в Хабаровском крае. Это нужно для точности и объективности результатов. В Якутии в подтопленных районах дворовые территории полностью освобождены от воды. Опасные явления уровней воды отрицательные. Продолжается работа по подсчету ущерба. Оперативная группа правительства республики отработала в Имяконском районе. Доставили гуманитарную помощь. В Абыйском районе с утра был подтоплен один двор. В настоящее время он также освобожден от воды. В Момском районе сохраняется режим повышенной готовности. Потопленных дворовых участков нет. Довели до руководства муниципальных образований, что и по самому пострадавшему району, Имяконскому, на неделе стоит совещание у главы республики. Ну и если планы не изменятся, то также планирует выездное совещание именно в Имяконском районе глава республики. За прошедшие сутки обнаружено 7 новых возгораний на общей площади 78,5 гектара. Очаги были обнаружены на территории Вилюйского, Верхоянского, Ленского, Мирнинского, Алепинского районов. Силами лесопожарных формирований был ликвидирован один лесной пожар в Мирнинском районе. В настоящее время на территории республики продолжают действовать 10 лесных пожаров. Для тушения привлечено 306 человек и 14 единиц техники. С начала сезона зафиксировано 65 виновников пожаров. Составлено 143 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. Оперативность тушения составляет 69%. Напоминаю, что с 5 июня на территории республики установлен особый противопожарный режим на территории республики.
А также на территориях особые противопожарные режимы введены в Верхоянском, Алекминском, Чурапчинском и Вено-Батантайских районах и городском округе Жатай. С 20 июля режим чрезвычайной ситуации в лесах продолжает действовать на территории Сунтарского района. Между тем, временно запретили сплавы на реке Ботами в связи с установлением на территории национального парка Ленские столбы 4-го класса пожарной опасности. Информация о классе пожарной опасности обновляется ежедневно в 8 утра и публикуется на сайте национального парка. При 4-м классе пожарной опасности жители и гостей Якутии просят воздержаться от посещения территории парка. Сотни отдыхающих хлынули на пляже Якутска. Столбик термометра в эти дни достиг рекордных по меркам этого лета 32 градусов Цельсия. При этом столица региона насчитывает только один санкционированный пляж. Оставить желающих купаться невозможно, но как минимум рассказать о мерах безопасности вполне. Тем продолжит Саргалан Неустроева. Очередная необходимость остановить владельца маломерного судна. На этот раз причиной послужили плохо различимые номера лодки. С документами свои нюансы, но в целом все в порядке. Как отмечают инспекторы ГИМС, в последнее время редкие водители не соблюдают правила. Уж больно большие штрафы. И тем не менее, часто на воде требуется помощь специалистов. Ну так профилактика ведется, где-то помогаем, где-то лодка заглохла, помогаем буксировать ее, оказываем всеобъемлемую помощь и судоводителям, и отдыхающим. Люди выезжают, отдыхают, мы также это все контролируем, выявляем какие-то нарушения этих лодок. Контролируем, чтобы люди двигались безопасно. Безопасность – это прежде всего про правила. Одно только ношение спасательных жилетов в критический момент может спасти жизнь. Вы можете думать, что уж с вами такого точно не случится. Но стихии нет дела до ваших ожиданий. Здесь статистика говорит сама за себя. Например, если брать, вот буквально на днях перевернулась лодка в Усманском районе. Хорошо, что наши водолазы-спасатели обнаружили как лодку, так и утопленницу. Буквально вот вчера перевернулась лодка в районе, на реке Алдан, в районе города Томмот. Причем количество пострадавших на воде резко увеличилось с наступлением жарких дней. Только за последнюю пару суток специалисты спасли 3 утопающих на несанкционированном пляже 202-го микрорайона. 2 из них – дети. Попытались доплыть до опоры ЛЭП, но не рассчитали силы. Еще один – мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Статистика такая, что в первую очередь тонут пьяные, потом тонут не умеющие плавать. И умеешь плавать, не оценив свои силы. Может 2-3 минуты так держаться, да? У него волосы спадают на лицо, если глаза у него безумные, он ничего не понимает. Как может приличный человек тонет, да? Издалека. Он как поплавок появляется, исчезает. А еще утопающий не кричит, как это показывают в фильмах. Воздуха не хватает. Только вдумайтесь, всего 2-3 минуты на то, чтобы понять, тонет человек или нет, и принять действия. Но это если есть вышка спасателя. В общем, спасение утопающих – правда дело рук самих утопающих. И начинать надо еще до того, как вошел в воду. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Завершилось строительство Никольского храма в городе Нерюнгри. Сегодня он открыл свои двери для прихожан. В рамках рабочего визита в Нерюнгринский район глава республики принял участие в божественной литургии и чине освящения нового храма. Подробности в сюжете наших коллег из Нерюнгри. Новый православный храм, построенный при поддержке Фонда России «Символ веры», освящен в честь святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в православной традиции. Архиепископ Якутский Ленский Роман провел великое освящение Никольского храма и божественную литургию. Достойное украшение и еще и одно достопримечательное место этого славного города, который, кстати, в нынешнем году отмечает свой полувековой юбилей. Но какой прекрасный подарок от горожан, от добрых людей этому героическому городу. Глава республики Айсен Николаев разделил с православными нерюнгринцами важный для них день. Новый храм – это всегда новая жизнь. Это всегда место, где любой из нас
бедный или богатый, в праздности ли, в отдыхе или в трудах, в горе или в радости может прийти и поговорить с Господом, разделить свои радости, разделить свои невзгоды. И Господь нас всегда слышит. Вчера в Нерюнгри была очень тяжелая ситуация, трагедия. Я еще раз хочу выразить соболезнования всем родным и близким погибших ребят. Я вчера был там, на этом месте, тоже помолился за их души. И, конечно, то, что вот сегодня храм у нас появился, это как раз то место, где мы сегодня уже помянули погибших наших сограждан. Это тоже очень важно. В Нерюнгринском районе проживает более 50 тысяч человек. И новый храм – значимый шаг на пути к укреплению духовно-нравственных основ и развитию церковной жизни. Мы долго ждали этого события. Событие очень для всех верующих людей значимое очень. Я говорю, все храмы хорошие, но это удивительно, это произведение искусства. Большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве этого храма и жертвовали. Мы с 2008 года жертвовали на этот храм прихожане Казанского храма. Мы пришли со своей детворой, причащались, исповедовались. Ну, это как? Это не то, что обыденность. Это должно быть постоянно вообще-то. Люди должны в храм ходить, причащаться, исповедоваться, жить этой жизнью. Освящение храма и богослужения украсили духовные песнопения хора Екатеринбургской духовной семинарии. Теперь в Никольском храме города Нерюнгри будут проходить богослужения и все церковные таинства. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. С 21 по 25 июля в Якутии проходит неделя сохранения здорового головного мозга. Просветительская акция, приуроченная к Всемирному дню мозга. Главная задача мероприятия – привлечь внимание общественности к важности профилактики заболеваний мозга, а также популяризировать здоровый образ жизни и поддержание психического благополучия. Своевременные меры профилактики, практика ментальной гигиены, регулярная физическая активность и сбалансированное питание значительно уменьшают риски развития деменции, инсульта, депрессии и прочих неврологических заболеваний. Итоги 19-го по счету съезда КПРФ обсудили в региональном отделении партии. Мероприятие с участием порядка 200 делегатов прошло в начале июля в Московской области. Как сообщил первый секретарь Рескома КПРФ Виктор Кубарев, на съезде была принята серия важных резолюций, касающихся социальной справедливости и достойного уровня жизни. Также по единогласному решению были внесены изменения в устав, в том числе об изменении названия партии и создании нового руководящего органа – Высшего совета. Также на съезде были приняты резолюции о борьбе с русофобией и антисоветизмом. Нас было двое делегатов, и Куличкин, и приглашенный Аян Ильич Васильев, первый секретарь Якутского горкома партии. Они избраны кандидатами в депутаты, большое доверие, двое. И я избран членом Центрального комитета партии. Значение съезда имеет не только внутреннее значение для Российской Федерации, но значение имеет мирового масштаба. Потому что на съезде, как и всегда, но сегодня на этом съезде особенно прозвучали самые необходимые ответы на те вопросы, которые волнуют наше население. Площадь Победы преображается. Масштабное озеленение – часть городской программы по благоустройству. Как меняется облик одной из главных площадей города в следующем сюжете. Ежегодно в городе помимо цветов высаживаются деревья и кустарники. В рамках работы по озеленению на площади Победы высадят 33 саженцы ели, привезенных из Иркутской области. В данный момент почва на площади прошла необходимые проверки и полностью готова к посадке растений. Проведены мероприятия по улучшению структуры почвы, были внесены питательные элементы, плодородный грунт, перегной, песок. После запуска системы автополива планируется высеять газон и дальше уже ухаживать. А на осень у нас запланирована посадка елей, 15 голубых и 18 обычных наших сибирских елей.
Помимо высадки ели, здесь планируется посеять газон и установить автоматизированную систему полива. С помощью этой технологии полив будет осуществляться по заранее заданному графику без постоянного контроля. Автоматическая система точно дозирует воду, обеспечивая растения достаточным количеством влаги без избыточного расхода. Газон, он должен сам по себе постоянно нуждается в воде, и надо его постоянно периодически поливать. И вот система автополива у нас, получается, именно дает ту возможность, тот объем воды, который нужно газону именно для хорошего роста. Работы ведутся в соответствии с графиками, их завершение запланировано на сентябрь. Глава города Евгений Григорьев ознакомился с текущим процессом. Любая зелень в городе всегда поднимает настроение людям. Она, во-первых, визуально красива, а во-вторых, она отлично справляется с обеспыливанием. Поэтому наша задача грамотно, системно озеленять город. Важность наличия зеленых зон отметили жители и гости столицы. Очень хотелось бы, чтобы наш город стал более зеленым, чтобы деревьев становилось больше, цветов. И тогда и жителям будет приятнее, и в целом город будет становиться краше. Город процветает, зеленение, как-то воздух чище становится, без пыли. Хотелось бы еще позеленее тут сделали бы, чтобы когда это берется, это все было березовый парк. Очень было бы хорошо. Хотелось бы, чтобы Якутск был зеленый город. Очень хотел бы. После завершения работ площадь Победы станет еще одним зеленым уголком в центре Якутска, где горожане смогут отдыхать в приятной атмосфере. Камила Михайлова, Владимир Павлов, Якутск. С историей Якутии можно познакомиться в Московском государственном музее Востока. Здесь обновили экспозицию искусства Северной Азии. Центральная витрина зала посвящена предметам быта и искусства народа Саха. Сотрудники музея начали собирать якутскую коллекцию еще в 60-х годах прошлого века. И за десятилетия в запасниках скопились сотни уникальных предметов. Лишь часть из них представлена публике. Посетителям предлагается увидеть старинные серебряные украшения, конское убранство, изделия из мамонтовой кости, берестяную посуду. Настоящей жемчужиной экспозиции стал набор для кумысопития. Чурон является символом Якутии во многом. Как многие знают, он является своеобразной моделью мира. Он разделяется на три части. Люди живут в тулове, а духи живут в раструбе и в его ножке. И Чурон является связующим звеном во многом между миром людей и миром духов. Накынский плотник изготовил для поселка Сергей в честь юбилейных дат. Цифры 25 и 80 на нем отсылают к юбилейным датам Нюрбинского комбината и Великой Победы. Все подробности у наших коллег. Вахтовые работники Накына приблизились к культуре Саха. На площади возле 3-го общежития установили ритуальный столб Сарге. По поверьям детей Белого Солнца, он хранит в себе историческую память и связывает мир людей с миром духов. Изготовил Сарге столяр участка эксплуатации вахтового поселка Руслан Афанасьев. На деревянном столбе он вырезал цифры, отсылающие к юбилейным датам: 25-летию Нюрбинского комбината и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Установку сакрального символа сопроводили обрядом благословения и танцем дружбы. В них поучаствовали заместитель генерального директора Алроса Алексей Дьячковский, работники Накынской площадки и алгысчиты Нюрбинского района. Не только сакральные, но и государственные символы появились в Накыне. Теперь над поселением, расположившимся на территории Нюрбинского района, развивается флаг с изображением сокола. Считается, что эта птица воплотила ум и могущество Нюрбакан, прародительницы района. Сейчас на его развитие влияет не только историческая память, но и Алроса. С компанией «Алроса» у нас есть соглашение на социально-экономическое развитие района, Нюрбинского района. Компания «Алроса» выделяет нам финансовые средства на строительство, на обновление школ, капитальные ремонты. На эти средства мы вкладываем на развитие района. Напомним, на днях в Накыне открыли новый корпус общежития. О нем работники просили на форуме «Хозактив» в 2023 году. В открытии поучаствовал гендиректор Алроса Павел Мариночев.
Прошел 5-й этап детского фестиваля «Летний позитив». На площади Победы состоялась велоэстафета «Дорожный лабиринт», целью которой стало повышение осведомленности детей о безопасности на дороге и профилактика дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних. Мероприятие проводилось в формате эстафеты, состоящей из 7 этапов, что позволило участникам продемонстрировать свои навыки и знания по правилам дорожного движения. Фестиваль продолжает оставаться важным инструментом для формирования у детей правильных навыков безопасного поведения в условиях дорожного движения, а также для создания атмосферы взаимопомощи и сотрудничества между детьми, взрослыми и правоохранительными органами. Ежегодно проводится 5-й этап фестиваля «Летний позитив», велоэстафета «Дорожный лабиринт», целью которой является профилактика безопасности правонарушений, дорожно-транспортного травматизма и среди детей и подростков города Якутска. Задачами является популяризация, пропаганда, профилактики безопасности дорожного движения. Якутские спортсмены готовы штурмовать пьедестал мирового первенства по масс-рестлингу. В столице региона члены сборной России проходят заключительный этап подготовки к турниру, который стартует 30 июля в Монголии. О готовности и целях якутских атлетов в сюжете Даяны Федоровой. В спортивном комплексе «Мадун» так же жарко, как и на улице. Все это связано с тем, что спортсмены готовятся к выходу на международную арену. На первенстве российскую сборную представят 13 спортсменов, 8 из которых якутяне. Юноши будут состязаться в 9 весовых категориях. Волнение есть, конечно, у всех есть. Готовимся хорошо. Ничего такого, травм нету, все хорошо. Главное дисциплину. Хорошо кушать, тренироваться, но в меру надо тренироваться. Не вправо вот так, что в меру надо тренироваться все равно. Самое верить в себя, наверное. Тренировки включают в себя как силовые упражнения, так и общую физподготовку. Перетянуть удачу на свою сторону решили и представительницы прекрасного пола. Они вступят в схватку в 7 весовых категориях. Подготовка проходит очень хорошо. Я себя оцениваю почти, можно сказать, почти 10 из 10. Еще надо морально подготовиться. Весовая категория до 50 килограмм. Из Монголии будут в моем весовом категории чисто 3 девочки. А так, в общем, нас почти 6 либо 7. Медали мирового первенства на протяжении 3 дней оспорят спортсмены из 43 стран мира. Среди них США, Египет, Замбия, Чехия и Кыргызстан. Якутские маджины готовы к высокой конкуренции и ставят самые высокие цели. Хотим на каждой весовой категории занять 1 место. У ребят тоже цель такая большая. Соперников мы не будем, там кто-то слабый, кто-то сильный, да. Основные соперники, наверное, будут из Киргизии. В прошлом году тоже была хорошая конкуренция, в этом году тоже, считаем, будет хорошая конкуренция от команды Киргизии. Якутский вид спорта продолжает набирать популярность по всему миру. Монголия является одной из тех стран, где масс-рестлинг демонстрирует наиболее динамичное развитие. Доказательством этому служит то, что ей доверили проведение первенства и чемпионата мира. Имена победителей и призеров грядущих соревнований станут известны 3 августа. Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск. Таким этот день увидели наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.